Ассаламу алейкум, Махвай, доброй ночи, дорогие друзья. Я сегодня не буду долго рассказывать, отвечать на сообщения. Честно говоря, устал сегодня. Хочу сказать о том, что вчера, закрыть вопрос, сказать о том, что вчера ночью в Воронеже было. Там я говорил, это происходило в эфире, эфир был очень длинный, поэтому сейчас коротко скажу. Вчера из Бельгии ехал микроавтобус, в котором были женщины, дети. На территории Воронежской области этот микроавтобус сломался. Одна из женщин, которые находились в этом автобусе, они позвонили каким-то своим родственникам, их родственники позвонили нам, мы обратно взяли у них номер, связались с этой женщиной, спросили, где они, что у них там получилось. Они сказали, что они находятся где-то в Каширском районе. Я думал, что Каширский район – это Москва, оказывается, в Воронежской области это. Сказали, что в Каширском районе, что сломалась машина. Воронежская область, другого варианта не было. Я позвонил нашему представителю главы Чеченской Республики в Воронежской области Адлану Насаеву и сказал ему о случившемся. Это было где-то в 11 часу ночи. Адлан сказал, что сейчас, я дал номер этой женщины, сказал, что сейчас с ними свяжется, посмотрит. Сказал, что место, где у них сломалась машина, от него где-то в районе 60 километров. Мы дальше проводили прямой эфир, и после, когда где-то через минут 30-40 я снова связался с ним, Адлан мне уже не ответил. 30-40 или больше, может, час даже. Адлан мне уже не ответил. Я, честно говоря, где-то даже подумал, что, может, он устал, заснул, как-то, кто знает, всякое бывает. И несколько раз уже после эфира набирал ему, он все не отвечал, и потом я позвонил той женщине, спросил, как они, что они. И эта женщина сказала, что Адлан приехал, оказывается, сразу выскочил, поехал туда, взял на буксир этот микроавтобус, оттащил его, если я правильно понял, в Воронеж, поставил его где-то, помог этим людям, которые остались, помог им заселиться где-то на ночь. И утром уже, видя непринятые номера, мне Адлан позвонил, сказал, что ночью машину они отбуксировали, и сейчас он едет обратно, чтобы решить вопросы по ее ремонту. В общем так. Сегодня днем они мне уже не звонили, но до той женщины я уже дозвониться не мог. Адлана я уже не стал беспокоить. Мне было даже неудобно. Когда я позвонил тем родственникам, они мне сказали, что после обеда женщина и ее попутчики позвонили и сказали, что они находятся уже в районе Ростова. Так что то, что вчера в эфире было, вопрос, как говорится, закрыт. Адлан их отбуксировал, сегодня с утра машину сделали, проводил, и я думаю, что, слава Аллаху, они сейчас, возможно, уже находятся, если не в Чеченской Республике, но где-то уже близко от нее. Вот такая вот ситуация. Адикёв, всем спокойной ночи. Так, сообщений нет. Так, как закрыть?